На данный момент дежурный по шлюзу. Там реанимация не туго? Нет, все хорошо. Да, вот что мы с вами не подумали. Милые надписи, говорю, у вас здесь такие. Ну, нам же для души здесь как-то надо жить. Раньше здесь был мой кабинет. Давно там не были уже? 2 месяца будет скоро. Примерно столько прошло с нашей последней встречи с замглавврача 8-й больницы, а по совместительству нашим проводником в красную зону. Тогда он показывал, как медучреждение превращалось в ковид-госпиталь. Теперь пустые некогда кровати в реанимационных заняты, а на мониторах мелькают показатели жизнедеятельности. Переведен из Давлеканова, инфицированной ковид-инфекцией, плюс у него была уже сопутствующая патология, которая требовала немедленной экстренной операции. Поражает, что под ИВЛ лежат крепкие с виду мужчины. Да, пожилые тоже есть, но количество людей среднего возраста внушительное. Чаще всего, говорят реаниматологи, к ним попадают люди даже не с хроническими заболеваниями легких, а с диабетом и ожирением. Возле тяжелых пациентов дежурят круглосуточно. Время от времени переворачивают на живот. Это позволяет улучшить вентиляцию некоторых зон легких. Большое значение уход имеет. Вот ребята ухаживают. Без работы среднего, младшего медперсонала очень тяжело таким пациентам, они просто бы не справились. Пневмония, с которыми раньше сталкивались, она совершенно иначе протекает. Тут все по-другому. И клиника, и развивается пневмония по совершенно своеобразному пути. Ну и пациенты, конечно, тяжелее гораздо идут. Глава республики поздравлял его со спасением женщины беременной с ножевым ранением. Рабоков Алексей Михайлович, врач-хирург Государственной клинической больницы номер 8 города Уфа. Под маской не узнать, разве что по глазам. Сегодня он работает с ковид-пациентами. Его жена трудится в этой же больнице, но не в красной зоне. Отец тоже врач и тоже хирург. Недавно произошла интересная история. Судьба не иначе. Лидию Александровну доставили в больницу из Ишимбая. Пенсионерке была необходима операция на ноге. И так получилось, что в родном городе ее когда-то оперировал отец Алексея Широбокова. Убедилась, талант по наследству передается. Вчера перевязывала, посмотрел пальчик, говорит, хотела бы я снять швы. Но нет, я, говорит, с Алексеем Михайловичем посоветуюсь, с Широбоковым. Вот. А я говорю, а что-то Михаил Григорьевич, что вы приедете сюда мой палец смотреть с Ишимбая. Знаете, вот это просто какая-то наивность у меня. Она так улыбнулась и говорит, а это его сынок. Я говорю, надо же, говорю, какая, говорю, красота. Вот таких бы больше врачей иметь в России, и, наверное, мы бы Израиль перещеголяли. Больше всего Лидия Александровна переживала не из-за диагноза COVID-19, а за операцию на ноге. Ведь симптомов коронавируса, кроме температуры, практически не ощущала. Но врачи видели другое. Клинически есть изменения, понимаете? Сколько у него получается, вы говорите, поражение? Сейчас 28. А было? Было около 50. И вот что, у него вообще не было ни одышки? Ничего. Некоторые живут 100% поражением легких, он ходит. А так, в втором году такие. Ну все. Пройдет все. Я сейчас насчет этого узнаю, ладно? 40 было вначале, да? Да, что это бывший плохой город. Ну-ка, если вот сейчас будешь так лежать, плакать, конечно, будет это. Сейчас позвонят из дома. С Эльмирой Валиевой Мурат Булатович уже знаком. Хирурга, который когда-то ее оперировал, она узнала по голосу. Они коллеги. Эльмира тоже медик, медсестра 10-й больницы. Плачет, потому что страшно. И за себя, и за мужа с ребенком, который дома еще только ждут результаты анализов. На работе сдали анализ. Мазок 15 мая вот у меня взяли и положительно пришел. 40% поражения легких. И процент поражения пока держится. Дальше идем туда, откуда все начинается. Приемное отделение. Врачи уже оформляют 2 поступивших. Мужчина пожилого возраста. Один сутки назад был выписан из 13-й больницы после операции. Сейчас, кроме икоты. А в это время наш оператор на улице встречает очередную скорую. Плюс 1 пациент. На носилках снова мужчина пожилого возраста. Бригада вся в защитных костюмах. По правилам даже водитель должен быть защищен. Им тоже приходится контактировать с коронавирусными. Помогают врачам с носилками. А вот как родные относятся к таким рискам? Ну, скажу вам честно, я им об этом не говорил.
Ну, чтобы не расстраивать, и чтобы они, как говорится, не сильно беспокоились об этом. Водители, многие фельдшера по той или иной причине сейчас у нас тоже в обсервации находятся. Вот, не хватает, приходится, как говорится, подменять, выходить. Вот. Ну, как бы сложность только в этом. 8-ю доставляют зараженных COVID-19 со всей республики, которым нужно хирургическое вмешательство. Обычные болезни никто не отменял, и врачам приходится также по несколько часов оперировать в костюмах, масках, очках, а поверх еще стерильные халаты и дополнительные перчатки. Несмотря на это, каждый хирург, здесь ставший сегодня инфекционистом, можно сказать, борется за очередь оперировать. Мы же привыкли каждый день оперировать, соскучились по операциям. Новые условия работы и у младшего медперсонала. Сегодня еще более-менее. Вчера вообще так уже была видно, сегодня глазом. А так ничего, потихоньку, не спеша. Вам лучше уши давить, потому что потом на ушах может пролежень образоваться. Нет, надо. Нормально. Последний штрих. Пишем имя. Всего на то, чтобы надеть костюм, замотаться, у нас ушло где-то около 15 минут. При том, что профессионалы помогали. Ну все, удачи, БСТ. Так называет красную зону наш проводник Леонора Нурфаизовна, заведующая отделением. Отчасти из-за костюмов. Врачей, кстати, работающих в ковид-госпиталях, как-то даже назвали коронавтами. Заходим через дверь, через которую обратно уже не попадем. Закрываем шлюзы. Только одностороннее движение. Сюда нам уже заходить нельзя. Только оттуда можем выходить, а заходить в чистую зону через другой вход. В первые дни работы госпиталя в красную зону бывало уходили на смену по 12 часов. Пациентов поступало много, да и все было впервые. А сейчас у Леоноры Нурфаизовны и ее коллег уже вторая вахта. Оказалось, можно привыкнуть и к душным костюмам, и к давящим маскам, и к жажде. Зато потом на выходе опустошить за раз литровую емкость. Обход пациентов. Она постарается зайти каждому, осмотрит, выслушает и поддержит. Надо активист, немножко вставать, двигаться, дышать все время, лежать не надо, ладно? Дыхательную гимнастику, к окну подходите немножко, да. Все хорошо будет, все хорошо, все молодцы мне. Привычное расположение отделений недействительно, как и разделение медиков на узкие специальности. Врачи-ревматологи, урологи, хирурги – все они сегодня инфекционисты. И даже самые опытные признаются, такого не видели никогда. Тут и правда, можно сказать, в красную зону, как в космос летать. COVID-19 такой же неизведанный. Медики доверяют клинической картине, которую наблюдают, и лабораторным исследованиям. А тут часто бывает, что эти показатели расходятся. Очень часто мы видим на КТ изменения, не характерные для того, чтобы пациент чувствовал себя хорошо. То есть массивные изменения на КТ, а пациент не чувствует ничего. Единственным жалобом может быть это покашливание, периодически температура субфебрильная. И трудности диагностики заключаются именно в этом. Ухудшение самочувствия наступает внезапное, то есть поэтому данная категория пациентов должна быть поставлена под круглосуточным наблюдением в течение во время круглосуточного наблюдения. Тяжело дышать, поэтому заговариваются, особенно под конец смены. Часто бывает даже не удается присесть. Реанимационная. Для непривыкшего человека картина пугающая. Здесь пациенты дышат лишь благодаря ИВЛ и врачам. Смотрим краткий анамнез на кроватях. Сахарный диабет первого типа, сахарный диабет второго. Все в медикаментозном сне. Параметры вентиляции жесткие. Находясь в сознании, пациенты бы пытались с ней бороться. Меня как реаниматолога больше всего смущает нетиповое течение пациентов в их дыхательной недостаточности. То есть то, что работало раньше, я не знаю, там протоколы, которые существовали там 20 лет у нас, они не работают, их приходится менять. Слово рутинность и типичность практически вышло из нашего словесного оборота. Планируем вашу операцию на сегодня. 98, пульс 94. Пациент идет на поправку, мы все очень рады за него. Надеемся, что и дальше все будет хорошо. О том, что такое реанимация, он знает не понаслышке. Ревсабитов – реаниматолог с 38-летним стажем. В больницу поступил уже в очень тяжелом состоянии. Врачи боролись за жизнь. Несколько раз становилось хуже. И вот, наконец, первое улучшение. Но дышать по-прежнему тяжело. Приходилось нам встречаться с тяжелыми больными, которые еще
не диагностированы были. В последующем у многих диагностировали. Возможно, на работе. Как я сюда попал, приняли как родных. Вот, и окружили заботой. Врачи, достойные наших старых врачей, которые вот в трудную минуту это все проявляется. Очень большой милость. А сейчас на секунду выйдем из палаты. На двери надпись «Сабитов, Сабитова». Тут же лежит и супруга. И такие бумажки с одинаковыми фамилиями не редкость. Болеют семьями. С мужем у них первые симптомы появились одновременно. Он у нас богатый отец, богатый дедушка, 15 детей, 80 внуков у него. Киамидин Белолович многодетный и отец, и дедушка. 8 десятков детей ждут дома. Всех знает поименно. Так что ради малышей старается изо всех сил. Дышать невозможно было. Я даже шагом не мог оставить. Вот сейчас, слава Аллаху, все хорошо. Все нормально идет. А вот Эльвира Аитова свою дочку не видела с конца апреля. Сейчас она дома вместе с бабушкой. В разлуке спасает, как и многих здесь, видеосвязь. Она понимает, ей уже 10 лет, она понимает, что мама работает в кассе. Им объясняли, что такое коронавирус. Они рисуют борьбу с коронавирусом, сам вирус. Очень часто, вот она, у меня даже, помню, первое время со школы приходила: мама, мы каждый день про этот коронавирус говорим, но когда уже он закончится, нам так хочется спокойно играть, гулять. Вроде немного времени, да, привели, и уже вот такие вот следы на лице у нас. Доча, привет. Меня доченька. Я уже все, сегодня чемодан собираю. Крайний день вахты. Чемоданы собирают на 2 недели. Потом обратно, в госпиталь. У Татьяны Демьяновны 2 дочери и сын. Недавно был первый день рождения не семьей. Возраст, который ей никогда и не даст, 60 лет, старшая медсестра встретила на работе. Маму, признается Елена, поначалу отговаривали идти в госпиталь. Потом поняли – бесполезно. Все важные темы у них принято обсуждать на семейном совете за столом. Мама, несомненно, авторитет. Так и на расстоянии. Без нее никуда. Всей семьей организовываем конференции. Обсуждаем семейные проблемы, вопросы также, когда у них свободное время. Они вместо того, чтобы отдыхать и спать, с нами разговаривают все равно. С Татьяной Демьяновной мы разговариваем уже в чистой зоне. Работы хватает и здесь. Средства защиты, костюмы, которые носят врачи, медикаменты для пациентов, питание, шампуни, мыло. Все от бахил и носочков. Как говорит сама Татьяна Демьяновна, лежит на ней. За то, чтобы и врачи, и пациенты были обеспечены всем необходимым, отвечает она. Самое сложное, первая вахта выпала как раз на их бригаду. У нас уже такой шум, там скорые начинают ехать, а мы еще даже вот так вот. И тут у нас уже начинают группами одеваться, люди переживают, они тоже первый раз идут в красную зону. Была очень сложная смена, вообще очень сложная. 2 недели отдыха, знаете, они были, то есть засыпали и продолжали ночью работать. Вот, то есть вот все, что в первой смене было, оно все отразилось даже на нашем отдыхе. Уже где-то к концу 2-й недели там немножко начали там более-менее спокойно спать. Я уже в 6 часов спускаюсь сюда. У нас в это время в 6 часов входит уже бригада, реанимационная бригада в 6 часов утра. То есть я еще их так машу ручкой. Вот. Татьяна Демьяновна, улыбнитесь, улыбнитесь. Демьяновна, улыбнитесь. Как мы провожаем своих сотрудников? А за кадром голос Руслана Гумерова, старшей смены. Он ушел в красную зону, когда его младшему сыну было чуть больше недели. И это его 6-й ребенок. Общаемся по видеосвязи. Папа, ты когда будешь дома? Шары в отделении, значит, смена бригады подходит к концу. Так администрация больницы поздравляет медиков с окончанием очередной вахты. Но это не конец их работы, а лишь время на то, чтобы перевести дух. Они уйдут на 2-недельную самоизоляцию, а потом вернутся вновь. Нам очень хотелось показать их лица, но снимать маски в красной зоне, естественно, нельзя. Поэтому мы просто прикрепляем их фотографии, спросив, а что изменится для них после пандемии и что все это время придавало им сил. Страшно всем, но интересно. Именно хочется действительно помочь. И очень приятно услышать, когда пациенты тебе говорят: большое вам спасибо. Вот ради этого стоит работать. Самая большая награда для нас то, что наши пациенты выздоровеют. Вот мы за эту смену, за 14 дней, сегодняшней выпиской планируем выписать 95 пациентов. Понимаешь, что ты не зря учился все это время, и это классное ощущение.
Нам казалось, что это все где-то далеко, где-то не с нами. Это какой-то фильм, пока мы не оказались главными героями в этом фильме. Каждый любит свою работу, каждый хочет, тем не менее, делать свою работу. Я часто думала над этим вопросом, я думаю, самосознание, оно поменяется. Я думаю, что на жизнь мы все будем смотреть по-другому. Просто будет продолжение нашей обычной жизни, но ценность жизни будет, наверное, расценена совсем по-другому. На самом деле же боишься даже обняться с человеком, да? Боишься обняться, боишься поздороваться, поцеловаться, голову убираешь, да? Вот даже такие вот встречи. Это более ценная жизнь все-таки будет, более ценная.